Победительницы кадрового проекта «Единой России» политстартап Азы Нальгиевой начинается с обхода родного села. Уже в сентябре девушка займет место депутата муниципального образования Али-Юрт, поэтому сейчас она определяет проблемные участки для дальнейшей работы. Первый пункт посещения – местная гимназия. К слову, именно ее Аза закончила несколько лет назад, а теперь работает здесь же, учителем литературы и русского языка. То, что школа остро нуждается в ремонте, Аза знает не понаслышке, поэтому в качестве депутата хочет поднять этот вопрос одним из первых. Нам нужно, конечно, менять и теплотрассу, канализационную систему. Нам нужен капитальный ремонт в школе. Мы 16 лет работаем, и ни разу капитального ремонта не было. И вторая важная проблема, наверное, которая стоит перед многими образовательными учреждениями, это все-таки повышение квалификации, совершенствование учительского корпуса и желательно, наверное, все-таки выезды в Институте повышения квалификации, в вузы по Российской Федерации. Основная проблема в школе связана с отоплением. Котлы давно вышли из строя. Чтобы их отремонтировать, нет необходимых деталей, специалистов, а главное – финансирование. Эти и многие другие проблемы, существующие в гимназии, уже на карандаше у 22-летней активистки. Решать социально значимые вопросы и активно участвовать в жизни своей республики – давнишняя мечта Азы. Воплотить ее в жизнь помог проект партии «Единая Россия» политстартап. Его главная задача – привнести на политическую арену новые кадры, соответственно, свежие идеи. Новичков обучают опытные наставники. Встречи проводятся в двух форматах – он и офлайн. Это как видеоуроки, так и очные встречи. Политстартап сделал для меня очень многое. Он дал мне получить знания именно от тех людей, чьи труды перед людьми неоспоримы, и именно от тех людей, которые сделали для нашей республики очень многое и работают на ее благо по сегодняшний день. Встречи с депутатами, тренинги. Кстати, тренингов было очень много на разные темы. Как нужно готовиться к дебатам, что нужно говорить на предвыборном голосовании, как нужно себя вести, как нужно говорить с народом, что нужно интересоваться проблемами народа, что нужно быть ближе к народу. Следующий визит молодой политик нанесла администрации селения Али-Юрт. Здесь девушки более подробно рассказали о проблемах села, которые требуют незамедлительного решения. Хотелось бы, чтобы больше твоя работа была работа с населением, с молодежью, потому что молодежь у нас не занята, много грамотных, образованных ребят, девушек. В основном, какие у нас проблемы в селе? Это дороги, водопровод, ремонты, газопровод. Одна из основных проблем, на которой заострила свое внимание Аза, это отсутствие в селе молодежного совета. С самого основного моего начала этой деятельности я отвяжу для себя, что я буду помогать молодежи, что я буду способствовать тому, чтобы молодежь развивалась, потому что я вижу вокруг себя очень много молодых людей, которые пытаются что-то делать в жизни, но им это не удается. Я попытаюсь стать проводником этого, я попытаюсь сделать так, чтобы партия также стала набором сервисов. Я объясню, что такое набор сервисов. Это я помню из университетского курса по латыни, что сервис – это служение. И я хочу, чтобы партия послужила именно служением народу и обслуживала их ценности, их приоритеты. Список к делу будущего депутата уже накопился немалый, что не может не радовать жителей, ведь молодых политиков от уже состоявшихся депутатов отличает то, что смотрят они на все свежим взглядом, мыслят по-иному, привносят нестандартные идеи и решения. Более того, выходцы из таких проектов, как политстартап, это в первую очередь люди из народа. Аза Умаровна из потомственной семьи педагогов. Папа Аза Умаровна больше 40 лет работает в этом селе. Очень много выпускников у него. Он заслуженный учитель, почетный работник образования Российской Федерации Нальгиев Умар Ахмедович. Аза Умаровна тоже наша выпускница, была очень такой активной, во всех общественных мероприятиях участвовала. Впервые проект «Политстартап» заработал в 2018 году в пилотном режиме в 24 регионах и привлек к участию более 1000 участников, что позволило обеспечить участие 37% молодых кандидатов в предварительном голосовании партии. В этом году «Политстартап» охватил 36 регионах. В 27 субъектах проект реализуется в рамках предвыборных кампаний, в представительные органы административных центров и законодательных собраний. Амина Бокова, Магомед Белакиев, Новости 24.